Добрый день, наши дорогие зрители! Сегодняшний гость нашей рубрики «Дара Остаз» преподаватель химии Сауле Муратовна. Сауле Муратовна, хош келдиңиз. Хош көрдік, рахмет. Итак, наш первый вопрос. Как вы решили стать учителем? Что вас на это подтолкнуло и почему именно преподаватель химии? Наверное, как и все маленькие дети, в детстве мне нравилось играть в куклы, обучать их, рассаживать перед собой. Но в классе 8, когда уже у нас начался предмет химии, у меня очень был хороший преподаватель, я бы даже сказала супер преподаватель, который смог разжечь во мне любовь к химии. Я думаю, что вообще очень важно все от наставника. Если у вас будет хороший наставник, если он может вам правильно преподнести пример, то и вам захочется дальше заниматься этим предметом. Скажите, пожалуйста, как вам вообще химия помогает в быту? Ну, знаете, я сейчас с изучением химии я поняла, что практически все процессы, которые сейчас окружают нас, это как раз-таки химия. Например, сейчас я могу точно сказать, почему кулинарные изделия у нас поднимаются, так как в составе у них есть уксусная кислота и пищевая сода. Этот процесс я могу точно объяснить любому человеку. Следующий интересуемый все вопрос. Хорошо ли вы учились в школе? В школе я училась очень хорошо. Конечно, была одна четверка, эта четверка была по математике. Вообще у меня с малых лет в математике я не очень ровно дышу, но была одна четверка, это правда. А как вы мотивируете своих учеников? Как вы поддерживаете их заинтересованность в своем предмете? Конечно же, в первую очередь я мотивирую их оценкой и тем, что они могут использовать свои знания по химии в своей обычной жизни. Как вы предпочитаете проводить свой досуг? Если честно, то преподавание, оно занимает очень много времени. Поэтому, если у меня есть свободное время, я чаще провожу их со своей семьей. Как вы вот только что сказали, преподавание дается не всем легко. С какими трудностями вы сталкивались на работе? Конечно же, первая трудность – это можно назвать нехватка времени. Да? Нехватка времени, потому что тебе хочется отдаваться на все 100%, да? Но помимо того, что ты занимаешься своей работой, у тебя также есть и свои семейные дела. Да? Первое – это, наверное, нехватка времени, а второе – это много документации. А вот теперь насчет ваших учеников. Как бы вы поступили с учеником, который сопротивляется или нарушает все правила? Конечно, я уже сталкивалась с такими ребятами, но в первую очередь ты пытаешься найти с ними общий язык. Объяснить, что я скорее ему не враг, а тот человек, который хочет протянуть ему руку, помочь ему получить какие-то знания. Я думаю, все мы согласны, что преподаватели – это очень близкие нам люди. Вот теперь, как бы вы поступили, если ребенок вам рассказал о своих личных проблемах? Как бы вы отреагировали на это? Скорее, с таким чаще всего сталкиваются классные руководители, но у меня особо не было такого случая. Но я думаю, я бы, конечно, с ним, я бы его выслушала, попыталась бы ему помочь, не знаю, каким-то советом. Ну, вообще, я считаю, что между учеником и преподавателем должна быть какая-то субординация. А в какой степени, это, конечно же, зависит уже от самого преподавателя. Насколько близко он готов подпустить к себе любого ребенка. Но вообще, если бы ко мне обратился ребенок с какой-либо проблемой, я бы его выслушала, но я бы посоветовала ему обратиться к определенным специалистам, да? Потому что в каждом учебном заведении у нас есть психологи. Я думаю, они бы точно смогли ему помочь, потому что ты боишься, вдруг ты своим советом сможешь ему навредить. Да, в этом вопросе я с вами полностью согласна. Тогда давайте перейдем к следующему. Хорошо. Вот мы знаем, что вы химик-исследователь, вы сейчас учитесь на докторантуре. Но также у нас есть химики-преподаватели, то есть они не являются исследователями. И как вы считаете, насколько это правильно, что такие химики преподают в учебных заведениях, так как мы знаем, что химия – это такой предмет, который всегда требует практики? Спасибо за интересный вопрос. Ребята, которые поступают в какой-либо университет, перед ними всегда стоит выбор – пойти по направлению образовательного или научно-исследовательского.
Не хотелось бы, конечно, обидеть преподавателей химиков, но я считаю, что химики-исследователи, они как бы более глубже могли бы объяснить какую-либо теорию, да, и еще также подкрепить это экспериментом. Если, допустим, преподаватели просто могут объяснить саму теорию, то химики-исследователи, они изначально работают в лаборатории и могут показать любой эксперимент, любой какой-то опыт, что, я думаю, ребятам будет более понятно. Правильно ли, что преподают преподаватели, просто химики-преподаватели? Я думаю, что химики-исследователи, им скорее нужно преподавать в заведениях, у которых есть направление. Вы знаете, что у нас есть школа НИШ, да, там есть химико-биологическое направление. Я думаю, что просто преподавателя химика знания, да, будет не совсем достаточно. А как вы считаете, не обидно ли ученикам, у которых есть потенциал, но которые химики-теорики, преподаватели, да, то есть не смогли в нем его зажечь, как вы сказали в начале нашей рубрики? Конечно, я думаю, что ребенку может быть обидно, да, но у меня есть такой вот совет: если преподаватель, да, действительно видит, что ребенок заинтересован в химии, да, что он хочет творить, то я думаю, что ему нужно дать немного свободы, да, в плане того, чтобы он мог заниматься где-то еще к олимпиадам, каким-то научным проектом, потому что там уже, конечно, химия, она будет более углублена. Алима, я думаю, что мы к этому придем, что есть надежда. Хорошо. Теперь заключительный вопрос нашей рубрики. Почему вы именно хотите работать в бизнес-академии Дара? Знаете, вообще, в первую очередь, меня, конечно, очаровал коллектив. Я считаю, что ученикам этой школы очень повезло. Здесь прекрасные преподаватели, которые стараются найти подход к каждому ученику и найти в нем какие-то таланты. Да? Концепция нашей школы – это воспринимать ребенка, неважно, как он учится, да, какие у него есть минусы, да, воспринимать в нем его уникальность. С этим мы с вами полностью согласны. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир, так как по мне это было очень интересно и познавательно. Алима, спасибо вам большое. Я думаю, я смогу стать еще один раз гостем вашей рубрики. Мне тоже было очень интересно поделиться своими мыслями и чтобы ребята это узнали. До свидания. До следующих встреч!